Художественная гимнастика – самый красивый и утонченный вид спорта. В нем собрано все многообразие красивых элементов и изящных этюдов. Так, в Кыргызской республике есть юные спортсменки, которые покоряют своими выступлениями не только отечественные арены, но и азиатские, а также мировые. Недавно наши девочки поехали и выступили отменно на разных международных турнирах. Об успехах и работе федерации нам поведала главный хореограф сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Гульнара Мамыркулова. Вообще расскажите, недавно прошел турнир, очень знаменательный для вообще кыргызского спорта, для художественной гимнастики Кыргызстана. Расскажите об этом турнире вообще. У нас дети на этот турнир отбираются после чемпионата республики. Это является главным турниром чемпионата нашей республики, где выявляются сильные дети, которые потом в дальнейшем принимают участие на таких ответственных турнирах, как Дети Азии, чемпионат Азии, как чемпионаты мира. Но в этом году у нас был очень насыщенный год. Дети нашей федерации у нас отобрались на данный чемпионат 7 детей. 7 гимнасток, это 3 девочки мастера спорта, это чемпионка республики Забекова Айша, Хаитова Севара и Макситова Элиза. Это наши воспитанницы. И 4 юниорки. Это вот с нашей базы, это чемпионка республики Сатыкеева Тинатин и бронзовый призер Бадыкеева Сема. Вот. И 2 девочки, это Юариза и Есикова Ангелина, это девочки Ибрагимовой с Family Sport. Но они все относятся к нашей федерации, Федерации художественной гимнастики, под, как сказать, президентством Айдаровой Назиры Семетеевны, которая очень много вложила и сил, и эмоций, наверное, и материальных вложений для того, чтобы мы достойно подготовились. Вот. Кстати, вот, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо, потому что очень трудная подготовка, это, во-первых, жара, и нагрузка большая, и девочки очень достойно выступили. Именно вот юниорки, они первый раз все 4 попали в финалы. Это редкий случай, и они говорили все, что Кыргызстан понравились гимнастки и вышли в финал. К сожалению, Сатыкеева Тинатин, чемпионка нашей республики, немножко не хватило, потому что мы были уже уверены, что она будет бронзовым призером. И к великой нашей досаде получилось, что совсем чуть-чуть мы проиграли гимнастки с другой стороны. И вот последняя выступала Бадыкеева Сема. А самая маленькая, самая юная представительница на данном турнире выступала с упражнением с булавами. Естественно, она собралась и выступила очень достойно и и заслужила эту бронзовую медаль для страны. И работая столько лет в художественной гимнастике, мы уже стоим у истоков этого вида спорта в нашей стране. И это первая медаль именно по чемпионату республики для нашей страны. То есть это очень большое достижение. И еще одна медаль была, это тоже у нас Изабекова Айша, 3-е место. Это турнир уже был «Дети Азии», по-моему, такой турнир. И поэтому нас не балуют, нашу страну, и мы очень стараемся. И хотим, чтобы нас и страна поддерживала, и хотим развивать этот красивый вид спорта в нашей стране.
Это у нас наша гордость Кыргызстана, нашей федерации, нашей спортшколы, нашего клуба «Акбарс», Бадыкеева Асемочка наша. Она тренируется у главного тренера сборной Кыргызстана Каймазаровой Джанаты Шанбековны. Занимается она где-то с 6, наверное, лет, да, Семочка? Вот тоже она сама, наверное, расскажет, как она в садике увидела девочку, и вот она пришла. И вот первые ее соревнования где-то уже были около 7 лет, наверное, может даже раньше. Первая поездка у нас была серьезная, это в Венгрии. Это был фиш-турнир, международный турнир, где она взяла первую золотую медаль. Там тоже она понравилась там всем, потому что она такая была маленькая, осознанно, там стояла, занималась. Я говорила всем, мне некогда, мне нужно туда побежал, я сюда, у нас дети болели. И она маленькая такая была, предоставлена самой себе, и вот работала, естественно. Там все гимнастки повлюблялись в нее, кормили ее конфетками, там, печеньками. Вот. И так Асема, конечно, вот уже как-то так пошла победоносно. Она всегда, у нее практически не было вторых мест, она всегда занимала только призовые. Отличается таким, ну, по-разному бывает. Мы иногда воюем, и плачем, и ругаемся. Вот. Но конечный результат, безусловно, это девочка, с которой можно идти в разведку. Она не подведет никогда. Она отвечает за то, что вот она, вот если она же через край, вот говоришь, надо, она, конечно, сделает. И мы очень гордимся. Гордимся этой медалью, гордимся, что у нас есть в стране такие воспитанницы. Что я могу сказать? Вот сейчас Асема, наверное, расскажет, как... Ну вот мы про Асему услышали. Сейчас просто хочу задать Асеме вопрос. Конкретно, во-первых, скажи, кто твоя любимая гимнастка вообще? Там, Канаева, Кабаева, не знаю, за кем ты... Кто для тебя является примером? И какая твоя цель вообще? Чего ты хочешь добиться именно в спорте? Мне очень нравится Маргарита Мамун и Саша Солдатова. Я хочу стать чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. Это у нас еще одна Тинатин Сатыкеева. Она является действующей чемпионкой республики по юниорам. Приняла в этом году участие в нескольких турнирах. И в чемпионате Азии она тоже участвовала. То, о чем я говорила, что там буквально немножко совсем капелюшку не хватило нам на бронзовую медаль. Было очень обидно. Вот. Потом она ездила затем после чемпионата Азии, она буквально сразу поехала на Дети Азии, который проходил чемпионат во Владивостоке. Там она тоже очень хорошо выступила. Там были очень сильные команды России, вот основной там костяк. И она умничка, она попала в 8, и в таком трудном виде, как лента, она была 6-я. То есть это очень, для меня это крутой результат, круто. Вот, тоже наша гордость. Вот, наверное, сейчас расскажет, как сложно очень было ей. Тянули, это вот наша чемпионка. Тинатин, расскажи также о своих целях, о планах на ближайшие годы вообще. Чего желаешь добиться в спорте и пример той гимнастики, на которую ты равняешься. Я хочу поехать на чемпионат мира, и моя любимая гимнастка – это София Рафаэли. Я на нее хочу быть похожей. А вообще самая главная цель, ну там спорт, как бы, понятно, недолговечен у гимнасток, там, до нескольких, там, 20 с чем-то лет, к примеру. Потом, желаешь ли ты дальше связать свою жизнь именно с художественной гимнастикой? После завершения карьеры я также останусь в этом виде спорта и буду в нем развиваться как тренер.
Верим, что художественная гимнастика будет развиваться еще лучше в нашей стране, а меценаты и государства не будут оставаться в стороне и поддержат спортсменок. Ведь спорт – это лицо страны, а представители его – это гордость поколений и радость для народа.